Добрый день, уважаемые наши подписчики, уже можно сказать наши друзья. Спасибо вам за просмотр наших предыдущих видео. И учитывая тот резонанс, который вызвал наш первый фильм по теме проституции в городе Казани, мы решили продолжить развивать эту тему. Одно время была популярная такая песня. «Вчера я танцевала с одним нахалом в отдельном кабинете под одеялом. Парам-пам-пам, парам-пам-пам». Вот такие веселые песенки, извините, распевались певичками, артистками в домах терпимости. Сегодня уже вторая часть, и мы сегодня поговорим поподробнее о локациях домов терпимости в городе Казани и, в частности, о конфессиональной части, религиозной части и национальном составе проституток. В первой части мы говорили о том, что проституция в Российской империи была официально разрешена во времена правления царя-императора, государя-императора Николая I в 1843 году. А пока мы делаем вступительную часть, я хочу попросить вас всех оставлять комментарии, подписываться, оставлять свое мнение под этим видео и, конечно же, жать на колокольчик на канале Аркадия Орешникова, который, я считаю, делает очень большое дело в сфере популяризации истории нашего родного края. Все это мы делаем абсолютно безвозмездно, поэтому ваши добрые слова, поддержки – это для нас, для участников проекта, инициатором которого является Аркадий, будет самой лучшей наградой и похвалой. Я же представлюсь, с вашего позволения, актер, театровед, шоумен, блогер, коллекционер Садыков Айдар Фарутович. Совсем недавно вышла экранизация фильма по роману Гузель Шамилевны Яхиной «Зулейха открывает глаза». После выхода этого романа, после его экранизации особенно, очень большая часть населения возмутилась показом, как им кажется, искажающий образ непорочной татарской девушки. Как так? Зулейха, татарская девушка, и вдруг она ведет такой распутный образ жизни, она влюбляется в убийцу своего мужа. Как так могли показать в татарской семье такую злую свекровь, то есть мама мужа Муртазы, упыриху? Нет, татарские женщины не такие. Да, друзья, конечно, нам хотелось бы верить в наши духовные скрепы, независимо от конфессиональной принадлежности, от национальной принадлежности, но не все были такими, как Снегурочка, чистыми и непорочными. И, конечно, давая дань уважения к основной части представителей той или иной национальности, народа, мы должны сказать, что были и жизнь была во всех ее проявлениях. И, в частности, говоря о сегодняшней теме, о проституции в Казани, я хочу сказать, что о проституции в Казани писал немецкий исследователь, этнограф Карл Фукс. Вот я в руках держу его книгу. Это сборник его статей. И особенно я хотел бы обратить ваше внимание на статью, которая называется «Казанские татары в этнографическом и статистическом отношениях». В ней говорится о том, как жили татары, какие песни пели, что ели, как отмечали свадьбы. И также уделяется вопрос о многоженстве. И также говорится о проституции среди татарского населения. Карл Фукс жил в первой половине XIX века. Также, готовясь к сегодняшней программе, мы отталкивались от работ на сегодняшний день. Это один из наиболее таких подробных трудов, касающихся этой темы. Это работа уважаемой Светланы Юрьевны Малышевой, которая так и называется «Профессионалки, орфистки и любительницы. Публичные дома и проституции в России во второй половине 19-го, начале 20 века». Это наш
казанский ученый, профессор, выпустил вот такую замечательную книгу, которая, можно сказать, уже стала библиографической редкостью, так как там содержится очень много подробного фактического материала. Так вот, после выхода фильма «Зулейха открывает глаза» начались разговоры, как так, такого быть не могло, это оскорбляет наше национальное достоинство. Ну, во-первых, кто кому дал право говорить от лица всего народа, что это оскорбляет мой народ. Никто не вправе это говорить. Надо отвечать за самого себя. И как пример я приведу слова Габдуллы Тукая. Он очень много писал о татарских девушках, о их красе, о их порядочности. И в то же время в одном стихотворении он мог тут же противопоставить об их тяжелой участи, ну как у Некрасова, о их тяжкой доле. Вот как он писал. «Лишь невежество ваше не нравится мне, что вас держит в затворе, во тьме, в тишине. От природы вы золото, нет вам цены, но погрязнуть в невежестве обречены». Так писал Тукай о татарских девушках. И тут же, ссылаясь на Габдуллу Тукая, я хотел бы привести цитату из его сказки «Сеной базар» или «Кисек-баш». Мы знаем сказку Шурале, к сожалению, сказку вот «Кисек-баш» или «Сеной базар», она не столь популярна, хотя есть и мультфильмы, есть много издано книг иллюстрированных. Так вот, там сюжет такой, что на улицу неверных Кафер Пешмагына, на улицу, где находилась церковь, по некоторым данным, эта церковь была в честь 4 евангелистов рядом с Камаловским, ныне стоящим театром, по трамвайным путям катится гора. Что за гора? Откуда здесь гора могла взяться? А приглядевшись, это видит, что это отрезанная голова, кисек-баш. Кисек-баш – отрезанная голова. У него спрашивают, что случилось? Кто ты? В чем причина? И он говорит, украл у меня невесту джин, украл мою невесту злой волшебник. И вот как о себе говорит этот Кисек-баш, главный персонаж. «Я 10 лет был гласным в думе местной, 15 жен имел одновременно, меняя личину только вечерами, под красными гуляя фонарями». Так вот, герой Тукая был не против в свободное от работы время пройтись под красными фонарями. Так что такое красные фонари, кто там жил, кто работал, мы об этом сегодня с вами и поговорим. Так вот, после легализации проституции в Российской империи сразу же был образован орган, который назывался Врачебно-полицейский комитет. Вот тут очень важно прислушаться, да, к названию. Врачебно-полицейский комитет. И очень приятно, что на первом месте стоит все-таки врачебно-полицейский комитет. То есть это был не карательный орган, не запретительный орган, а именно надзорный орган, одновременно и лечебный орган. То есть оказывали медицинскую помощь людям, оказавшимся по состоянию здоровья на больничной койке. Далее, локализация. Где была локализация публичных домов? Казань – это крупный торговый город, это промышленники, это купцы, это, конечно же, крупный военный гарнизон и большое количество студенчества, молодежи, где в основном бывает на центральных улицах, где в основном бывают на торговых площадках. А это какие? Это Суконные Слобода. Так вот, Суконные Слобода, и там, где сейчас находится баскет-холл и парк Тысячелетия, сейчас эта улица Салимжанова называется, Петербургская и Айдинова. Вот Петербургская, Айдинова, Салимжанова. Вот на этом участке недалеко была Георгиевская улица. Собственно говоря, почему Петербургская, а раньше и называлась Георгиевской. Было большое количество публичных домов, а улица называлась Пески. Пески. Там были одно- и двухэтажные дома, дома терпимости, где, собственно говоря, и жрицы любви предлагали утехи рабочему люду, фабрикантам и так далее.
Также, следует сказать, по локализации публичных домов пользовалась славой Мокрая Слобода. Мокрая Слобода – это привокзальная площадь. Привокзальная площадь – это там, где ныне находится центральный универсальный магазин и находится Ледовый дворец. Кстати, до сих пор там сохранились соболевские номера. Это была гостиница, и также там были соболевские бани. Бани, которые помимо того, что предлагали услуги по первому предназначению, да, для помывки, также предлагали услуги и для любителей клубнички. Там был народ уже попроще, так как привокзальная площадь, много приезжих, и, естественно, досуга нет, театра нет, чем заняться, куда пойти, идут в трактир. Естественно, после трактира необходимо продолжение, и лучшим предложением, чем посетить дом терпимости, где их ждали веселые девушки, которые дарили радость, девушки для радости, их еще так называли, они отправлялись туда, именно вот в соболевские номера. Федор Иванович Шаляпин, наш земляк, он говорил: в моей голове не укладывалось, как так? О любви столько песен сложено, столько замечательных стихов, но почему-то я, выходя в город, видел несоответствие тому, что нам говорится и преподносится с театральных сцен, как любовь, это высшее эмоциональное достижение человека, всплеск эмоций. Но тем не менее я видел грязные ночлежки, доно, крики, пьянь, драки и вечные крики «караул», «убивают», «помогите». Вот это было несоответствие. И свидетелем этих сцен он был именно в Суконной Слободе, которую мы все с вами прекрасно знаем. Такой интересный момент. Публичные дома официально содержали женщины. Поэтому, если мы посмотрим статистику, дома принадлежали домовладельцам с женскими именами. Но это, скорее всего, не более чем фиктивное было использование, потому что в основном тайно руководили этим мужчины, а под прикрытие брали просто женские имена. Более того, публичные дома не должны были располагаться рядом с религиозными объектами. За этим очень строго следил именно вот этот врачебно-полицейский комитет. И доходило до интересного. Большой поток идет в дома терпимости. На них пишут жалобы. Как так? Здесь так, мол, и так школа для подрастающего поколения религиозная. Здесь ходит студенчество, здесь ходят школьники. А девушки открывали окна и заигрывали с прохожими. Мальчики, как дела? Курсантики, вам не скучно? Заходите, мы вас ждем. Хотя закон строго-настрого запрещал им открывать окна, окна должны были быть зашторены занавеской из кисеи. Так вот, а на ночь окна должны были быть плотно закрыты деревянными ставнями, чтобы ни свет, ни звук не проникал. Но, тем не менее, девушки зазывали, и вот на них написали жалобу на представительниц домов терпимости на улице Георгиевской. Так вот, они, и знаете, в этом заключается трагикомизм. Они написали надзорным органам письмо. Так, мол, и так, мы, будучи обеспокоенными морально-нравственными устоями нашей молодежи, учитывая, что здесь находится школа с преподаванием религиозных основ, мы готовы на собственные средства построить им отдельные здания, но только подальше от нас, от нашего ужасного, злачного места, где царит разврат. Вот. То есть они сами переезжать не хотели, потому что место-то проходное было, да, вот Дегтярный, вот Пески, Кабан, улица Салимжанова ныне. И долго не могли прийти к консенсусу. Почему? Потому что надзорным органам легче было контролировать и проституток, и криминал, если они были сконцентрированы в одном месте. Точно такая же история была в Мокрой Слободе. Напомню, это Привокзальная площадь, нынешняя территория ЦУМа. Там была Ильинская церковь. И многие школьники, студенты, когда возвращались, тоже сталкивались вот с этими девушками. Но там, тем не менее, удавалось выдерживать расстояние, минимальное расстояние от учебного заведения до домов
терпимости. Еще раз напоминаю, основная часть сконцентрировалась на улице Пески, это Суконная Слобода, Георгиевская, Агинова ныне, да, и Мокрая Слобода, это Привокзальная площадь, чтобы было более понятно. Далее, Карл Фукс, говоря о многоженстве, писал, что основная часть татар имеет одну жену, очень маленький процент две жены, и практически ничтожный процент это в рамках, можно сказать, статистической погрешности 3 или 4 жен. Но проституция среди татар была развита. Карл Фукс описывал события в первой трети XIX века, и когда приезжали на базар, а многие проститутки активизировались именно во время ярмарок казанских, нижегородской известной, Макарьевской ярмарки. Многие из других городов приезжали на эти ярмарки, чтобы, как говорится, быть сезонными рабочими. Так вот, как обстояли дела у татар? До открытия публичных домов, как пишет Карл Фукс, многие бухарские купцы читали никах с татарской девушкой, 14-16-летней, месяц, два, три они жили, затем он уезжал к себе на родину, а с женой, молодой женой, он проводил обряд развода талак, то есть официально, чинно, не нарушая никаких предписаний веры. Более того, об этом пишет Карл Фукс, что возраст девушек был совсем юным, и были даже 12-13-летние девочки. Более того, Карл Фукс описывает, как молодежь, парни из татарской слободы ходили к своим друзьям в трактиры, в русскую часть города. Но они категорически не употребляли алкоголь. Татар-егетляры, татарские парни, вера им запрещала. Если они напивались, их лицо вымазывали сажей, привозили на центральную площадь у центральной мечети, и мулла и бросал на улицу перед мечетью, чтобы единоверцы видели, что этот человек опозорил веру, опозорил свой народ, своих родственников. Вот пить нельзя было, и нельзя было есть свинину. Поэтому многие татарские парни, идя к своим друзьям, к молодежи русской части, брали говядину и в трактире говорили: пожалуйста, приготовьте нам блюдо вот из нашего мяса, ну, мясо халяль. Так вот, ну, молодежь есть молодежь, причем во все времена общество, оно более-менее лояльно относилось к похождениям мужчин, то есть общественностью это не осуждалось. Наоборот, это считалось даже какой-то престижно, это самоутверждались, молодежь, студенчество, Лев Николаевич Толстой об этом писал. Так вот, но так как татарское общество было более консервативно, и все друг друга знали, пытались раствориться в другой части города. Поэтому первые татарские публичные дома с татарками открывались в той самой Мокрой Слободе, о которой я уже говорил, вот где Привокзальная площадь. Тукай, в частности, упоминает дома, которые среди населения имели такие названия: Коза Маги, подвал Фатимы, Хусни с собакой, вот так. И часто содержательницы этих домов изображали колдуньями. В начале 20 века, когда проложили железную дорогу через Казань, для того, чтобы вот этот преступный элемент, а там, где проституция, был и криминалитет, и воры, да, и коты, содержатели, сутенеры, было принято решение не без труда публичные дома перенести на другую часть нашего города, на улицу Ботаническую, там, где сейчас находится зооботсад, где находится зоопарк. Официально туда перенесли, но нелегально публичные дома продолжали работать вот на этих двух участках, о которых я вам сказал. Помимо официальных публичных домов были неофициальные дома. Значит, были билетные, да, по желтым билетам, из-за низкого качества бумаги, желтая бумага была, желтые билеты, они работали в домах терпимости проститутки. А были бланковые, это индивидуалки, просто они показывают как разрешение, как водительское удостоверение, что они имеют право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Как правило, это одна или две девушки снимали одну комнату, но были тайные проститутки, которые могли себе позволить жить, ну, в хороших апартаментах. Ну и, соответственно, цена у них была выше.
Также притоны располагались в легендарной части нашего города, которая называлась Марусовка. Марусовка, о ней писал Максим Горький, тогда еще это Алексей Пешков, который прибыл к нам из Нижнего Новгорода, работал в пекарне Деренкова, и вот он по той самой Марусовке рано утром встав, месил тесто, готовил пирожки и разносил их по пыльным улицам Марусовки. Именно он тогда почерпнул очень много сюжетов для своих произведений, в частности для произведения «На дне». И именно там, вот в Марусовке, одним словом, это напротив Ленинского садика, вот там, где Пушкина, это Равнорядская, чуть выше, сейчас это элитное жилье, это центр города, но в начале 20 века это был район криминогенным. Также жрицы любви предлагали свои услуги в банях, в номерах. И, в частности, в такой легендарной бане, как Соболевские номера. Сейчас на этом месте находится гостиница «Кристалл» напротив ЖД вокзала. А раньше там были бани. И туда допускались только девушки, которых знали банщики. А банщики, они играли и роль и сутенеров, и охраны, и вышибалы, и наводчиков. А если клиент шел с девушкой, он платил и за себя, и за девушку. А если девушку приглашал банщик, то девушка свой процент отдавала банщику. Чужаков не любили, тут же могли избить, растоптать, выбросить. Полицейские в эти дела не вмешивались, несмотря на крики и на различные какие-то неприятности. То есть старались в дела не вмешиваться. Ну и мало было заявлений в полицию, потому что, ну кому же хочется сказать, что я там мещанин такой-то или купец-то такой-то, приехал из такого-то города, пошел гулять, отдыхать, пошел с двумя красивыми девушками, приличными с виду, познакомился на Черном озере, в номера. С утра просыпаюсь, моих 500 рублей нет. Был один такой, нашелся, пришел на свою голову и записал. Так он только себя на посмешище выставил, потому что тех девушек не нашли, а его имя полоскали во всех газетах. Интересный такой момент был. Девушка познакомилась с купцом и поехала с ним в трактир, в ресторан, в магазин, какие-то наряды купил он девушке, ну, она ему как вот льстит: ой, вы такой щедрый, вы такой настоящий мужчина, а вы откуда приехали? Из Нижнего Новгорода. Какие нижегородские мужчины? Ну, наши казанские не такие. Я давно мечтала повстречать такого человека, как вы. Ну все, купец разухарился, берет наряды. Они заказали, значит, кибитку, поехали к ней. Она говорит: я живу здесь неподалеку, вот здесь, вот, ну вот тут вот налево, направо. И, завернув в одну из трущоб, девушка выскочила и пыталась остатки денег выбить из этого подвыпившего купца. Купец стал ругаться, кричать, и на его спасение услышали казаки, охранявшие покой на этом участке. И благодаря вот этим казакам удалось арестовать эту девушку. Но так вот, суть-то в чем? При дознании, при ее допросе оказалось, что эта миловидная, симпатичная девушка оказалась никто иной, как миловидным, красивым мальчиком, юношей, который очень искусно имитировал белокурую девушку-аристократку в платьях, шляпочках, кокетливо улыбаясь. Вот даже доходило до таких случаев. Далее, вот мы с вами говорим улицы красных фонарей, нам рисуется, да, ну это в Европе говорят, там, да, в Голландии, что улица красных фонарей привлекает людей, говоря о том, что именно здесь есть девушки для радостей. Не знаю, насколько это верно или нет, потому что даже вот читая и изучая проституцию в Петербурге, в Казани часто можно встретить информацию, что у нас в наших городах тоже практиковалось включение красных фонарей. Правда это или нет, сказать сложно, но что точно предписывалось: днем на окнах, окна должны быть всегда плотно закрыты занавесками из белой кисеи, коленкора
а вечером же деревянными ставнями. Почему? Вот мы часто на Баумана ходим, да, к нам подходят ослы, лошади, давайте сфотографируемся, дергаемся. Пусть они будут, я сам артист. Я считаю, что должны быть артисты, должны быть развлечения для всех слоев населения, но они не должны приставать, они должны дергать за руку. Например, в странах Европы запрещено проституткам приставать к прохожим. Они могут помахать, улыбнуться, послать поцелуй, но не дергать и не трогать. Так и тут. Работать проститутками можно было, но нельзя было приставать к людям, приличной публике. Поэтому окна должны были быть закрыты. Но девушки открывали. Почему? Потому что это было окно свободы. Они жили под присмотром бандерш, содержательниц этих притонов. И представляете, девушки круглые сутки находились в закрытом помещении. Что они делали? Чай пили, вышивали, говорили, судачили, сплетничали. День, два, а потом наступала необходимость открыть окно свободы, на внешний мир посмотреть. И поэтому они с прохожими заговаривали, заигрывали и просто пытались подышать элементарно свежим воздухом. Далее вот в Казани у нас есть за пенсионным фондом улица Некрасова. А некогда он назывался Собачий переулок. Есть несколько вариантов названия этой улицы. По одной из них, и она мне, честно говоря, ближе, как краеведу, экскурсоводу, что там была Рыбнарядская площадь, продавали рыбу, остатки рыбы, потроха бросали за прилавки назад. И собаки со всей округи ели остатки этой провизии. Первый вариант. Второй вариант, я не знаю, насколько он серьезен, вряд ли бы назвали бы этот переулок из-за этого, что если девушка свободная, она кокетливо на подоконник ставила собачку. Вот собачке она так улыбается: заходи ко мне, дружок, здесь будет тебе уютно, хорошо, ты обретешь здесь тепло и заботу. Видишь, какая собачка тебе подмигивает вот таким с бантиком на шейке, да, а еще лучше на головке, да, или еще сидящей на подушечке. Если же собачка была спинкой, она говорит: ой, извини, хозяин, я сейчас не могу, я занята. Ну подожди, совсем скоро я повернусь к тебе лицом. То есть от поворота головы собачки, фигурки собачки на подоконнике потенциальные клиенты могли знать: в это окошко пойдем, к этой не пойдем, и вот к этой обязательно пойдем, я у нее дважды был, и еще сам пойду и другим порекомендую. Вот. Это Собачий переулок, ныне улица Некрасова. Далее пришли люди, да, как были оборудованы дома терпимости. Был холл, была зала, и сидели девушки вот на диванчике, ну, наверное, так же, как я сейчас вот здесь вот сижу, в разных нарядах, или вот здесь мы можем видеть девушку томную. Клиент заходил и выбирал. Кстати, очень много картин у Тулус-Латрека, известного французского художника, знавшего жизни, Кабаре. Показаны вот эти вот салоны. Кстати, давайте картинки посмотрим, давно мы картинки не смотрели. Это вот идет регистрация больных венерическими заболеваниями в лечебных учреждениях. Это одна из улиц Казани, это улица Лецкая, ныне улица Горького. Горького, именно здесь вот находилась та самая Марусовка, в которой жили и криминал, дно пресловутое, и дома терпимости. Вот, кстати, вот она та самая мокрая слобода. Вы можете видеть, вот в одном из этих домов, ближе к нам, был публичный дом, а за ним мы видим стены Казанского Кремля и колокольня, вот здесь вот сохранившиеся, Ильинской церкви. Это возвращаясь к тому, что нельзя были дома строить рядом с религиозными объектами, поэтому их старались строить на определенном расстоянии. По некоторым 150 саженей, по другим данным 300 саженей должно было быть между этими объектами. Это Георгиевская церковь. Она находилась на пересечении ныне улицы Петербургская и Айдинова. Знаете, да? Именно там, вот неподалеку, также находились дома терпимости, но на приличном расстоянии все-таки старались
владельцы домов терпимости, не идти вразрез. Я вам более того хочу сказать, многие содержатели борделей и многие работницы, жрицы любви были людьми набожными. Они не работали в праздничные дни, в страстную неделю не работали. У многих даже в комнатах у себя у них были иконы. И когда одну проститутку призвали в полицейский участок, она должна была побожиться, перекреститься, она сказала, что не имеет права прикасаться своими оскверненными губами к иконе и не имеет своими оскверненными руками осенять себя крестным знаменем. Георгиевской церковь. Вот примерно в таких двухэтажных домах на улицах Пески, на улице Свердлова, кто помнит, да, до переименования в Спартаковскую были вот такие дома. Ну, а это вот наши героини нашего рассказа. Вот посмотрите, какой контингент был. Были в основном 60-75% были крестьянки. Ну, вспомните Некрасов, да, какой труд был тяжелый, что их ждало, да, муж пьяница, много детей, безработица, неурожай. И так вот из поколения в поколение они видели вот эту безысходность. И от невозможности жить в таких условиях, от бесперспективности жития в этих условиях, да, в деревне, они вынуждены были приезжать в город. Ну, в надежде на авось. Мы же тоже многие думаем, вот поеду в Москву или вот поеду в Европу, нас там ждут. А человек попробует там, попробует здесь, и куда идет? Он там идет таксистом, да, если, условно говоря, там про мужчин, или идет там официантом в пиццерию. Ну, надо начинать все с низов. Но не имея образования, не имея ремесленных навыков, сложно было кому-либо достичь каких-то высот. Опуститься сверху вниз можно было, а вот снизу наверх нет. Поэтому 70-75% были крестьянки. И вот посмотрите на эти трогательные лица, изможденные, с надеждой на лучшее. Ведь, в принципе, каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Но из-за объективных причин не всем это дано. Тем более в 19 веке, когда по сословию, да, народ делился по национальному признаку. Обратите внимание, у всех, у основной части, есть головные уборы. С непокрытой головой могли ходить только эмансипированные женщины, либо... Говорили же вот опростоволосилась. Снять головной убор, это считался позором для женщины. Вот две только без головных уборов, и вот остальные сидят здесь. Очень умиляет раз, два, три, четвертый слева. Вот такая вот простая крестьянская девушка. В среднем, значит, на работу брали девушек от 16 лет, потом к концу 19 века возрастной ценз повысился до 20 лет, и по статистике средний возраст жриц любви был 20,5 лет. И в 30 лет они свою карьеру заканчивали. Некоторые из них, набрав определенный капитал, сами становились содержательницами домов терпимости, а многие либо переквалифицировались, может, выгодно выходили замуж, либо опускались на самое дно. Ну, а это вот каталог проституток. Если вы посмотрите на верхний левый угол, то вы увидите в национальном колфаке сидит девушка, и вторая справа тоже в национальном колфаке. Ну, так вот, приходили в дом терпимости господа. Ну, мы знаем гетеры, мы знаем гейши. Не думайте, пожалуйста, что проститутки это только вот такой там товар, да, там за 25 копеек, за 50 копеек было меньше слов, там чисто механически эскортом выполнить, как говорится, свой долг и расстаться, да. А были же такие, которые создавали атмосферу. Были мебелированные комнаты, резные стулья, ну, псевдо-дворцовом стиле, с позолотой, пуфики. И считалось шиком, если в доме терпимости есть музыка. Поэтому в некоторых из них разрешалось держать только фортепиано. Но другие музыкальные инструменты были категорически запрещены. То есть фортепиано, либо на гитаре играть. В частности, был такой пианист, топер Шнейдер Тагилец, живший в конце 19 века.
Вот он как писал: в татарских домах терпимости. Так вот, если в русских был один-два музыканта, либо девушка могла сама играть, либо нанимали музыканта и скрипача, дуэт, то в татарских домах терпимости артистов бывает по 12-15 музыкантов. Играют на гармониях и скрипках, преимущественно свои национально своеобразные песни. Вот так писал очевидец, который лет 15 работал в домах терпимости в Казани и в Нижнем Новгороде. Так вот, говоря о набожности, жрицы любви, хочется сказать, что они не принимали по воскресеньям и праздничным дням до окончания обедни. То есть это было свято. Это было свято. Также запрещалось работать в Страстную неделю. Но во время пандемии что людям делать? Во время длительных новогодних праздников что людям делать? Неделя, две, да? Так и тут. На ярмарку народ собирается, на Пасху народ собирается, на Рождество Пасха, приподнятое настроение. И у жриц любви, несмотря на официальный запрет на работы в это время, работа увеличивалась, и цены у них вырастали вдвое. Кто брал 30 копеек, стал брать 60 копеек, кто рубль, 2 рубля, кто брал 3 рубля, до 5, до 6 рублей поднимали цены. То есть спрос рождает предложение. Более того, я хочу сказать такой интересный момент, что были проститутки, которые работали на профессиональной основе, а были от случая к случаю. Как вот сейчас бывает случай, когда студентам для того, чтобы оплатить учебу, они дают объявление и оказывают услуги. Точно так же испытывающие временные трудные затруднения девушки ищут финансовую помощь, оказывают вот интимные услуги. Так и тогда. Многие занимались проституцией во время богомолья. Богомольцы шли к святым местам, запасы быстро истощались, и порой не хватало денег для того, чтобы вернуться к себе домой. И многие вот ходаки, богомольцы оказывали услуги тоже интимного характера и, честно говоря, не видели в этом ничего зазорного. Ну, нужда заставила, а что делать? Ну, жизнь такая. Вот. Далее. Очень интересный, понравился спектакль, и спасибо за смелость нашему Татарскому государственному академическому театру имени Галиаскара Камала, которые поставили пьесу «Куршак Туе». «Куршак Туе» в переводе означает свадебная, кукольная свадьба. Кукольная свадьба по пьесе Гаяза Исхаки. Гаяз Исхаки – это драматург, общественный деятель начала 20 века. И Дель Урал у него замечательное есть произведение. Так вот, Гаяз Исхаки главной героине показал девушку по имени Камар. Она делала куколок, и это как бы прототип. Вот, куколка красивая, а внутри у нее пустота, она не живая. И в результате семейных перипетий, непонимания среди родных, близких, она попала в оборот сводни, свахи, который убедил ее заняться проституцией, из Казани перевезла в Оренбург. И именно это была такая этническая проституция, когда именно татарок перевозили в места, другие места компактного проживания татар. Это либо Оренбург, либо в Нижний Новгород, где тоже были представители магометанства, мусульманского духовенства, представители ислама, либо те же самые татары. То есть, кстати, иностранки тоже были в Казани. И более того, некоторые проститутки даже оказывали услуги австрийским пленным в начале 20 века. Ну, так вот, самое главное, что татары, мусульманки, понятно, сами испытывая определенные трудности, да, там, морального качества, мы сейчас уже не беремся об этом судить, они в большей степени боялись того, что родня и общественность той деревни, из которой они приехали, они об этом узнают. Об этом писал писатель Тимирши Соловьев в своем произведении «Биби Казан», где героиня читает никах, живет с мужчиной, а потом мулла
расторгает никах, объявляя развод. Ну что ж, друзья, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а у меня к вам вопрос. Интересно ли вам продолжение этой темы? А в частности, кто были содержателями этих борделей, трактиров, домов терпимости? Если вы скажете, да, интересно, продолжайте, то мы снимем продолжение этой темы. Если комментариев будет мало, если эта тема вам не интересна, то мы возьмем другую тему. Ну, скажем, мужскую проституцию, да? Что интересно? Кстати, можно поговорить и о гомосексуализме. Кстати, тоже очень тема интересная. Она есть. Это ни в коем случае не популяризация. С другой стороны, мы за просветительство, мы за то, чтобы знать жизнь во всех ее проявлениях. И во всех наших историях мы отталкиваемся только на научный, официально опубликованный материал. Поэтому пишите, какая вам тема интересна. Дома терпимости, мужская проституция, гомосексуализм или кладбище. Кстати, хочется сказать, что с Аркадием Орешниковым мы записали уже ряд фильмов, и в частности посвященные кладбищам города Казани. Арского кладбища, история Арского кладбища и Татарского кладбища. Один из исследователей проституции писал: если мы создадим идеальное общество, где люди будут следовать всем предписанным канонам религии, если мы повысим духовность, если мы повысим семейные ценности, если мы будем проявлять заботу и любовь друг к другу, то даже в этом случае проституция будет существовать. Проституция – это неотъемлемая часть любого общества. И это идет с древних времен. И в Греции, и в Египте, и в Риме это было. А если же говорить о проституции, то основная часть проституции – это женская проституция. И мы тут должны с вами понимать, что социальная роль, социальное значение женщины во все времена, достаточно вспомнить и домострой, и вследствие религиозных запретов, женщинам уделялось маленькое значение. Им нельзя было учиться в учебных заведениях, им нельзя было заниматься общественной деятельностью. Будучи закрытыми в 4 стенах в семье, они испытывали давление, и вот это порабощение их незначительную роль в экономической, в ученой жизнедеятельности, невозможности реализоваться, послужило основанием для того, чтобы вначале во Франции, а затем в России появилось такое движение, как эмансипация, движение за права женщин. И будучи угнетенным элементом, частью населения, не имея свободы в общем понимании этого слова и материальная зависимость от главы семейства побуждала многих вставать на этот не совсем, может быть, лицеприятный путь проституции. В этой части мы говорили с вами о локациях домов терпимости в городе Казани. Еще раз напомню, вы находитесь на канале нашего замечательного популяризатора истории Казанского края Аркадия Орешникова. Это была вторая часть нашей темы. Если тема вам интересна, мы ее продолжим в наших следующих частях. А с вами был я, экскурсовод, театровед, актер, блогер, коллекционер Айдар Садыков. До новых встреч. Берегите себя. Все будет хорошо.